привет. Привет, как дела? Отлично. Вот смотри, велосипед становится более популярным транспортным средством. Какие вообще сложности есть? Поделись, пожалуйста, как вообще сложно ли ездить в Якутске? У нас по городу вообще отсутствует велодорожки. Да? Ну, одну маленькую дорожку сделали на 203-м микрорайоне, но это всецело не охватывает у нас все улицы Якутска, да, поэтому приходится ездить по именно проезжей части, по дорогам общего пользования. Нергун, я вот собираюсь покупать себе велосипед. Расскажи, пожалуйста, про правила безопасности велосипедистов. Самое первое, это нужно соблюдать ПДД. Вот в ПДД все четко и понятно описано, да, вот с изменением в 2020 году, да, все это описали, и про них я могу рассказать по пунктам. Велосипедист является полноправным участником дорожного движения, но когда он спешивается, он становится обычным пешеходом. Пешеходный переход нужно переходить в качестве пешехода, ведя велосипед рядом с собой. По ПДД велосипедист обязан ездить по велосипедным дорожкам, по велопешеходным дорожкам. Если таких нет, он может ездить по правой стороне дороги, по обочине может ездить, да, и по тротуарам. Вот, когда вы едете прямо направо, вы обязательно должны уступить дорогу, да, всем пешеходам, которые переходят по тротуару. А когда вы едете налево, вы должны уступить всем другим транспортным средствам и пешеходам в том числе. Если мы, велосипедисты, ездим по тротуарам, да, мы не должны создавать помех для пешеходов. Нельзя ездить, не держать велосипед хотя бы одной рукой, то есть без рук, да, совершенно нельзя ездить. Также нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение правил дорожного движения влечет штраф от 800 до 1500 рублей. Нельзя перевозить пассажиров, если ваш велосипед не оборудован для этого специальным сиденьем. Да. Когда вы ездите по проезжей части или вообще ездите на велосипеде, лучше обозначать, да, свои маневры. Нужно быть максимально предсказуемым на дороге. Когда вы поворачиваете направо, да, обязательно показывайте рукой, что вы поворачиваете направо. Когда налево, другой рукой, да, налево показывать. Если вы совершаете торможение, нужно выставить руку наверх, но нельзя выставлять руку наверх по согнутой в локте. Это означает по ПДД, что вы поворачиваете налево. И велосипед обязательно должен быть оборудован катафотами: спереди белый, сзади красный, по бокам желтые, да, должны быть обязательно. Если вы едете в темное время суток, должны иметь ходовые огни, да, спереди тоже белый, сзади красный. И очень сильно желательно иметь светоотражающий жилет, чтобы вас было лучше заметно в темноте. По ПДД шлем не обязателен, но я сильно рекомендую иметь их на себе, так как это очень сильно обезопасит вас от дальнейших травм на всю жизнь. Нергун, спасибо большое за твои советы, лайфхаки, я обязательно буду им следовать. Всегда, пожалуйста, помните, главное ваша безопасность. А это пока. Пока.